Встреча главных редакторов средств массовой информации Якутии с главой Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым. Журналистами был поднят вопрос по работе региональных операторов на территории Республики Саха-Якутия. Что касается Якутска по экосети, мы несколько раз на эту тему встречались, в том числе и с руководством города. Еще раз повторю, что я не удовлетворен тем, что как город управлял этим процессом, и Садан Владимирович мое мнение знает. Вот. Потом мы в конце концов вместе с ней решили, что лучше будет, если никаких там инвесторов не будет, войдет республика, и дано было поручение мною, и дочерняя структура ГУП ЖКХ сейчас стала одним из соучредителей экосети. Сейчас получается, что город и республика 51/49 управляют экосетями. Сейчас я принял решение о снижении тарифов, хотя мне многие пытались убедить, и в том числе и в правительстве, и в городе, что давайте мы оставим высокие тарифы, за счет этого поднимем экономику предприятия и будем дальше инвестировать уже в строительство этих полигонов, мусороперегрузки. Я сказал, что раз в этом году инвестпрограмма не выполнена, то жители города Якутска не должны платить за неполученные услуги. Поэтому тариф достаточно радикально снижен. В результате этого, например, кстати говоря, задолженность экосетей перед жилкомсервисом тоже будет уже не 120 миллионов рублей, как многие писали, а где-то в районе 50 миллионов рублей. Что касается строительства мусорного полигона, строительства мусороперегрузочного комплекса, то никто этих задач не снимает с повестки дня, мы их обязательно должны решить. Надеюсь, что проект, который экосетями был разработан после учета замечаний Росприроднадзора, все-таки будет принят. И строительство полигона будет на 26-м километре. Что касается места мусороперегрузочного комплекса, то здесь пока дискуссия идет. И здесь я считаю, что определяющим должно быть мнение города. Или это будет все-таки мусороперегрузочный комплекс на Базовом переулке, или это будет мусороперегрузочный комплекс в районе Старой Свалки на 9-м километре. Еще раз говорю, специалисты смотрят, решение примут, мы это решение не поддержим. При этом я все-таки надеюсь, что реализовываться эти проекты будут не за счет бюджета и республики, и города, а все-таки за счет какого-то инвестпроекта, под который республика и город совместно мы какие-то гарантии дадим для инвесторов, чтобы они его реализовали. Интерес на самом деле есть и российских компаний, и иностранных компаний по финансированию проекта. Поэтому я думаю, что мы эти задачи, направленные на экологическое благополучие жителей города Якутска, должны в ближайшие годы решить. Мусорные баки у Дома правительства Якутии убирают постоянно. Однако жители задаются вопросом, не ожидает ли их мусорный коллапс, как в прошлом году, и будут ли убирать помойки рядом с их домами. На территории городского округа обращением с твердыми и коммунальными отходами занимается ООО «Якутская кассети». И переходя к тарифам, нужно сказать, что сегодня жилкомсервис и региональный оператор, их сферы деятельности немножко разделились. Поэтому касательно цифр, 1 куб захоронения на городском полигоне сегодня стоит 115 рублей 2 копейки. Если мы будем говорить о тарифах, которые платит непосредственно население, то есть за обращение с ТКО региональному оператору, то это 131 рубль с одного проживающего или количество прописанных там исчисляется. В связи с тем, что было расторгнуто концессионное соглашение, тариф он был уменьшен государственным регулятором, из 387 упал до 115 рублей. В связи с этим понизился также и тариф у регионального оператора, то есть тариф, по которому платят жители за вывоз ТКО, он тоже упал. Поэтому региональный оператор был вынужден сделать людям перерасчет. Поэтому объем и обороты денежных средств у регионального оператора упали, и, соответственно, у нас тоже, потому что львиную долю и основной контрагент, который завозит сегодня мусор на полигон, это, конечно, региональный оператор. Поэтому сегодня сложилось так, что у него есть задолженность перед нами по договору захоронения твердых коммунальных отходов. Мы проводим собственное независимое расследование по теме мусора, который достиг в Якутске своего пика. Возгорания на мусорном полигоне в Якутске на 9-м километре Вилюйского тракта в период пандемии еще сильнее ухудшают и без того сложную эпидемиологическую ситуацию в Якутске.
13 октября окружной администрацией и жилкомсервис были введены ограничения по въезду специализированной техники Якутск-Осетии на полигон. Хотелось бы отметить, что полигон является единственным местом, где складируются твердые коммунальные отходы. С этой позиции мы категорически не согласны и считаем, что эта ситуация недопустима, в том числе в период распространения коронавирусной инфекции. Мы не согласны с условиями, которые выставляет нам окружная администрация и жилкомсервис, по одной простой причине. Почему население, жители нашего города, и городского округа Жатай должны платить в несколько раз больше за размещение отходов на этом полигоне? Поскольку есть тарифное решение, если, допустим, жилкомсервис не согласен с тарифным решением, есть правовые инструменты, получается здесь за счет населения города, увеличения платы их за коммунальную услугу, они хотят решить проблемы своего предприятия. Я понимаю, что сейчас у всех тяжелая ситуация, но решать проблемы за счет жителей города, я считаю, что недопустимо. Была анонсирована информация о том, что мы должны более 100 миллионов рублей. Эта информация она недостоверная. Якобы им нечем платить заработную плату. Там больше 200 человек в жилкомсервисе работает на предприятии. Здесь работают максимум человек 10-12. Грубо говоря, операторы полигона, проходчики и так далее. Соответственно, та сумма средств, которую мы отправляем, ее вполне достаточно. То есть мы 20% от установленного тарифа полностью оплачиваем. Есть, конечно, задержки, но их условия неприемлемы. Люди выбрасывают и крупногабаритный мусор, и строительный, и все это отправляется на полигон. А как происходит утилизация этого мусора? Правильно, сжигается и отравляет весь город едким ядовитым дымом. Я вам говорю, что для того, чтобы производить по всем правилам захоронения отходов, чтобы не было возгорания, чтобы все жители также не страдали, мы должны его, захоранивать со всеми правилами. То есть мы должны обеспечить завоз песка, ремонт ГСМ, зарплату и все остальное. Какая сейчас тарификация у вас? Сколько вы берете закуп? Олег оператора, закуп 123 рубля. 123 рубля? Да. А какое у вас сейчас финансовое состояние вашего учреждения? Очень удручительное состояние. У нас большие задолженности и по налогам, которые надо закрывать своевременно. На сегодня полигон не закрыт. Он работает в штатном режиме. Для всех, кто заключил договора или приобрел талоны, въезд беспрепятственный. Горит пластик и выделяются токсические элементы, которые негативно сказываются на организм человека. Это одна проблема. И чтобы ее решить, планируется закрыть полигон весной 2021 года на рекультивацию в рамках федерального нацпроекта «Экология». Для получения федерального финансирования необходимо до 1 апреля 2021 года полностью закрыть и вывести из реестра объектов размещения ТКО данный полигон на 9-м километре Вилюйского тракта. Новый полигон планируется ввести лишь в 2022 году, а до его ввода будет запущен временный пункт накопления отходов. Уже утверждена программа строительства нового полигона мощностью 125 тысяч кубометров в год, где будет и сортировочная станция. Да, действительно, нам сегодня сложно, нам сегодня тяжело, и у нас очень много задач, которые нужно достичь, и трудностей, которые необходимо преодолеть. Но, тем не менее, мы с вами научимся посредством этой реформы более ответственно относиться к отходам. Мы все-таки придем к раздельному сбору. Может быть, в силу специфики, отдаленности региона у нас это не пройдет так же быстро, как, допустим, в центральной полосе, но, во всяком случае, мы к этому движемся. И знаете, что является самым главным движущим фактором? Это наши люди. Люди сегодня готовы, мы это видим по общественным акциям, мы это видим по гражданской позиции очень активной. И жилкомсервис, безусловно, поддерживает это, потому что, как никто, мы каждый день видим и справляемся с несортированными коммунальными отходами. Постепенно мы с вами должны научиться сортировать свои отходы и перейти уже к раздельному сбору мусора. Сегодня мы на Экофесте. Это уже 3-й фестиваль раздельного сбора сырья в городе Якутск. И его главное отличие – то, что он проходит зимой на закрытой площадке в спорткомплексе «Декслон».
Чем полезен и выгоден раздельный сбор мусора? Раздельный сбор позволяет перерабатывать до 90% отходов, образующихся у людей. С внедрением и доступным раздельным сбором выкидывать практически нечего. Все идет в дело. Пример нашего действующего полигона, где нет раздельного сбора, показателен с точки зрения вреда окружающей среде. У нас все смешано с опасными отходами. Батарейки, аккумуляторы, автопокрышки, градусники, полиэтилен – все это попадает на полигон. Вода и земля за эти 40 лет работы полигона уже отравлены в радиусе многих десятков километров. Для справки, в составе обычной батарейки могут содержаться свинец, тяжелый металл, вредный для дыхательной системы, кадмий, поражает работу внутренних органов, магний в больших дозах убивает нервную систему, а всего вредных веществ только из одной батарейки достаточно, чтобы отравить 20 квадратных метров почвы, пространство, на котором могли бы вырасти 2 дерева или поселился бы 1 еж. Поэтому, чтобы уберечь нашу природу и экологию, необходимо переходить на раздельный сбор мусора. Органические отходы, такие как пищевые остатки, разлагаясь, не наносят экологии вред и даже могут использоваться в качестве удобрений. Макулатура и картон подлежат повторной переработке, например, для производства туалетной бумаги и другой упаковки. Поэтому раздельный сбор мусора и его последующая правильная утилизация является наиболее ответственным способом обращения с отходами. К сожалению, у нас в Якутске нет сортировки, и поэтому весь мусор в одном пакете отправляется в один бак без всякой сортировки. Чтобы как-то решить эту проблему, МинЖКХ Республики подает заявку на финансирование из федерального бюджета проекта по реализации раздельного сбора твердых отходов. По предварительным расчетам, Якутия может получить около 40 миллионов рублей на эти цели. В первую очередь, контейнеры для раздельного сбора мусора будут установлены в Якутске. Видеоматериалы СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале Округ ТВ, а на своем телефоне или на компьютере набираете Округ.тв, смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс Округ ТВ.